Всем привет, дорогие друзья! Мы в Вильгарте, за моей спиной дом из арболита. Мы здесь делаем утепление кровли. Очень много тонкостей, моментов. Я предлагаю пройти в дом, слегка покажу его изнутри. Ну и, конечно же, посмотрим ту работу, те нюансы, которые там происходят. Пойдемте со мной. Вот начинается наша работа. Процесс утепления дома из арболита, он схож по технологии утепления дома из бруса. Поэтому свою работу мы знаем, также делаем профессионально. Есть тут пару нюансов, таких тонкостей. Во-первых, в данном случае идет работа на высоте. Приходилось делать мощные леса. Может, чисто физически достать было невозможно. Если, например, в доме из бруса у нас идет перекрытие, да, межэтажное, мы можем утеплять спокойно. Ну, перекрытие пол первого этажа, межэтажное перекрытие, пол второго, и делать утепление кровли, то здесь приходится, во-первых, делать леса. А что касается самого материала, так как блоки, они изначально все неровные. Да нет, даже если поставить, видите, очень много щелей. И там, что по нижней части, приходится даже микродопенивать везде, чтобы, понимаете, была максимальная герметичность. Потом там доска еще по маурлату стоит, под которой идет рубероид и вот неровный блок. Вот все деликатно надо пропенивать, потому что это все закрывается, это надо показать. Вот мы уже поднялись. Здесь, кстати, вопрос высоты чувствуется лучше. Можете посмотреть вниз. Так уже так опасненько ходить. И вот что касается вот тех щелей. Смотрите, мы занимаемся утеплением между стропильными ногами, которые есть. Видите? Вот мы видим разные шаги стропильных ног. Видите? Они по всей кровле разные. И нам приходится подстраиваться под это все. Строили дом не мы. Делали кровлю не мы. Обычно шаг стропильных ног берется 590 миллиметров изначально под маты утеплителя. То есть это делают опытные мастера. В данном случае, почему такая разбежка и почему она разная? Большой-большой вопрос. Это первое. То есть приходится с этим бороться, решать этот вопрос. Далее идем. Есть много пропенки. Это с чем связано? Видите, блок неровный. И вот какие щели. Следовательно, с улицы это будет задувать и сюда выдувать. Здесь идет 200 миллиметров утепления. Вот уже дошло. Плюс пойдет еще горизонтальный брусок. И пойдет еще полтинник. То есть 250 миллиметров. Вот до сюда пойдет утепление. И в этой точке, вот в самом примыкании, получается, утепление будет, ну, сантиметров 7. Вот здесь. Это очень мало. Конкретно мало, потому что тут еще доска. И если еще задувать отсюда будет, ну, это будет промерзание какое-то. Это будет такое не совсем утепленное место. Поэтому мы будем это все. Видите, где-то больше, где-то много, где-то вот за подлицо. Видите? И он весь такой по периметру. То есть мы будем проходиться везде, все туда пропенивать, чтобы было все герметично. А там вообще просвет виден с той стороны насквозь. Будем все пропенивать. Это первый нюанс. Мы перед процессом утепления делали лобную доску. Она нужна, чтобы утеплитель упирался в нее и не сползал. Здесь тоже все герметично, но доска, она должна... Но там ниже доски есть еще тоже блок, который неровный. Все должно там пропениваться очень деликатно. И в него будет упираться уже утеплитель. Здесь тоже должно все пропениваться. Видите, насквозь у меня спокойно все проходит. Инструмент, а вон тут щель. Я к чему? Если приходят мастера и на эти детали не обращают внимания, у них есть задача утеплить кровлю. Вот этот скат. Они утеплили, пленкой закрыли, свои деньги получили и ушли. Я не спорю с этим. Это свой моральный подход. Моя задача сделать так, чтобы потом, когда заказчик жил, у него не было проблем. Если захотел проверить тепловизором, проверил, кайфанул от того результата, что у него все классно, и жил спокойно. Тут, кстати, тоже вот примыкание доски.
Это тоже надо сначала пробегаться, утеплять, потому что оттуда сифонить все будет. И так везде, то есть до утепления надо вот эти мелочи решать. Вот это все, вот это все. Это все тонкости надо пропенивать. Мы уже начали. Вот работа начинается еще только. Ну, вот из таких тонкостей и состоит. Потому что вы-то видите вот эту работу и думаете, о, хорошо, нормально утеплили. Пленки закрыли еще. О, нормальный результат, красиво. Да нет. Там вот такого километр, который надо, ну, то есть нужна подготовка еще. Не внешний красивый вид, красивая натянутая пленочка, в конце вы ее видите, да, и обрешетка уже под отделку. Красиво. Да нет, вот это все. То есть мы, как строители, мы-то видим вот это. То есть с этим надо бороться сначала, вот эти неровности убирать, свищи убирать, вот эти просветы, чтобы потом, ну, не подмораживало. Это же, получается, здесь будет конденсат потом. Помимо того, что тепло будет выходить, будет образовываться конденсат, вода, стена будет намокать, это отделка, а здесь пойдет штукатурка. Она будет намокать, и она с обоями, там, это же все портиться будет. Потом деревянные конструкции будут гнить. Утеплитель будет намокать, если здесь он будет стоять. Сырой утеплитель, он, ну, будет портиться будет. И он не будет теплопроводен, не будет сохранять тепло в доме. Сама древесина будет гнить, а вы просто... А здесь главное все закрыто, вы об этом даже знать не будете. Ну, хотя по стене будет видно, вот здесь, сырую стену. Ну, представляете, переделывать потом вот это все. Второй раз уже вот заниматься этой отделкой, вот этой переутеплением, лучше один раз нормально все сделать и забыть. Здесь еще идет гостиная, очень большое помещение. Здесь будет тепло, а здесь холодно, да, то есть холод проходит. И вот этот вот конденсат, вот эта изморозь, да, здесь будет явно видна, намокание стены здесь явно будет, 100% будет, если нормально изначально это не сделать. Мы сделаем, можете не переживать, мы это решим. Хочу еще отметить, вот здесь утеплитель идет повышенной плотности. Вот, он полтинник идет, там 50-я плотность, плотный, несминаемый, чтобы четко укладывался и потом в процессе эксплуатации никак уже не сминался. Это прекрасно. Так, обратите внимание, что здесь идет 4 слоя, уже на старте, то есть тут 20 сантиметров. И каждый стык слоя, ну, помимо того, что он слегка пропенивается, чтобы микросвещей не было, то есть каждый слой перекрывает предыдущий стык слоя. То есть каждый слой перекрывает предыдущий. И у нас получается вообще минимум, да нету, не просто минимум, у нас нету мостиков холода. Это 20 сантиметров. Потом еще пойдет брусок горизонтальный, и мы еще пятеркой все перекроем. Здесь будет мощный термос. Это термос. Потом еще пойдет пароизоляционная мембрана, которая полностью будет обволакивать всю кровлю. И пленками специальными мы будем проклеивать каждый стык этих пленок. То есть у нас абсолютно все будет герметично, чтобы бытовые пары, а здесь большой объем теплого воздуха и, возможно, влажного воздуха, да, в какой-то период времени, чтобы эта влага не попадала в утеплитель и его не портила. Очень мощный такой хороший пирог. И обратите внимание на доски лобные еще раз, что они и по периметру старательно, да, и между собой пропенены. Это, ну, во-первых, они срощенные, и чтобы тоже убрать все мостики холода, все свищи какие-то, продувание, ну, стараемся все герметизировать. Ну, если хотите реально хороший результат, ну вот, если что-то холодно, по-быстрому, наверное, в другое место. И такие найдутся. Так что, дорогие друзья, если и вам необходимо тоже так же качественно, так же ответственно сделать утепление в доме из бруса или уже в доме из арболита, смело обращайтесь. Ваша компания «Центр домостроения». Город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 8 912 868 47 48. Приходите. С радостью все посчитаем, все расскажем, сделаем вам предварительный расчет стоимости. У вас будет полнота информации, вы приценитесь. Будем рады, если выберете нас для выполнения уже данных строительных работ для вас. Встречаемся на консультации. Пока-пока.